Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Якутском городском суде прошел суд над девушкой-блогером. Анжелику Власову оштрафовали на 200 тысяч рублей за оскорбления и судебные издержки. Якутским городским судом Республики Саха-Якутия удовлетворен иск о компенсации морального вреда и взыскании судебных расходов. Как установлено судом, ответчица, находясь в одном из зданий торгового центра города Якутска, подверг публичному оскорблению и унижению истца и все указанные действия снимала на телефон и выложила в социальные сети. В судебное заседание ответчица, извещенная надлежащим образом, не явилась. Судом вынесено заочное решение о взыскании с ответчицы компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей, в том числе судебные расходы. Заочное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами. В Верхнеколымском районе раскрыта кража из магазина цифровой техники. Владелец рассказал полицейским, что работники, придя в магазин, обнаружили пропажу товаров с витрины. Ущерб составил около 120 тысяч рублей. Был задержан 18-летний подозреваемый, ранее уже судимый за кражу. Он проник в павильон, вдавив окно, похитил 2 сотовых телефона, 2 планшета и компьютерные комплектующие. Часть похищенного спрятал в заброшенном доме. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». А в Верхоянском районе похитителем выступила уже сотрудник магазина. Как сообщает прокуратура, она работала продавцом, пользуясь доверием владельца, и в течение года совершила растрату веренных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств на сумму более 650 тысяч рублей. Уголовное дело направлено прокурором в суд. В Якутске в суд направлено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали женщина и ее ребенок. В результате происшествия они получили травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. 18 октября 2018 года в период 6 часов вечера обвиняемая, управляя технически исправным автомобилем марки Subaru Impreza, двигалась по проезжей части окружной дороги в направлении улицы Дзержинского с намерением обогнать впереди двигавшийся автомобиль. На участке проезжей части напротив дома 4/4 окружной дороги, совершив маневр, потеряла контроль за рулевым управлением своего автомобиля и выехала с проезжей части через полосы встречного движения на парковочные места, где совершила наезд на опору уличного рекламного баннера, после чего совершила столкновение с припаркованным автомобилем марки Nissan Note, отчего его отбросило в сторону на женщину и ее сына, стоявших рядом с данным автомобилем, принадлежащим потерпевшей. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина с ребенком получили травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. В следующей новости дети, к счастью, не пострадали. Бывшая заведующая детским садом в Мегино-Кангаласском районе лишилась права занимать должность на 3 года за 2 эпизода по статье «Хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения». Как сообщили в прокуратуре, женщина фиктивно устроила на работу мужа и 2 родственников, которые, не выполняя обязанностей, получали зарплату по подложным табелям учета рабочего времени. Родственный синдикат успел причинить ущерб на сумму свыше 238 тысяч рублей. При вынесении приговора суд принял во внимание частичное возмещение ущерба, явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, а также наличие на иждивении 3 детей. Депутата Наследственного совета депутатов Сюлинского наслега Нюрбинского района Якутии обвиняют в вымышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Как отметили в прокуратуре, в ходе возникшего бытового конфликта он сломал челюсть соседу. Уголовное дело направлено в суд. Продолжим тему депутатов в обзоре международных происшествий. Французский парламент ужесточает контроль за протестными акциями. Теперь за маску на лице можно попасть в тюрьму, а местные власти смогут запрещать особо отличившимся хулиганам участвовать в демонстрациях. Рассказывает Никита Конев. Национальное собрание, нижняя палата французского парламента, одобрило законопроект, ужесточающий контроль за акциями протеста. Так, согласно документу, демонстранты столкнутся с куда более суровым наказанием за ношение масок и булаклав во время митингов. Раньше, если участник скрывал лицо, его лишь штрафовали. Теперь могут посадить в тюрьму. Деньги за любой ущерб, причиненный хулиганам, отныне будут взыскивать с виновника, а не из госбюджета.
Однако больше всего споров вызвала мера, позволяющая местным властям накладывать запрет на участие в протестах. Ограничения могут коснуться тех, кто, цитата, «представляет особую опасность для общественного порядка», проще говоря, тех, кто раньше дрался с полицией и громил витрины. По мнению некоторых депутатов, эта мера нарушает фундаментальные права жителей Пятой Республики. Теперь законопроект обсудят в Верхней палате парламента, но последнее слово все равно остается за национальным собранием. Документ принимают на фоне затянувшихся протестов желтых жилетов. Недовольные французы выходят на улицы городов уже больше 12 недель подряд. И каждый раз акции заканчиваются столкновениями с полицией. Поначалу участники демонстраций требовали отмены повышения налога на топливо. Теперь же им нужно, чтобы президент Эммануэль Макрон и его правительство отправились в отставку. А во вторник к желтым жилетам впервые присоединились профсоюзы. Акции протеста прошли в Париже и Нанте. Тысячи людей требовали разобраться с неравенством доходов в стране. Шведская полиция сообщила об обнаружении королевских регалий, украденных прошлым летом из собора в городе Стрэнгнес. Их нашли на помойке в Окерсберге, примерно в 120 километрах от места похищения, рассказывает Артем Сторонов. Королевские регалии 17 века, похищенные прошлым летом из собора в городе Стрэнгнес в 90 километрах к западу от Стокгольма, найдены, сообщили во вторник представители шведской полиции. Сегодня, точнее вчера, в мусорном баке в городе Окерсберга были найдены, по всей вероятности, подлинные королевские регалии. Их обнаружил охранник, который вызвал полицию. Сейчас драгоценности у нас, они проходят технический осмотр и экспертизу ДНК. Корона и держава короля Карла IX и корона его жены, королевы Кристины, были похищены 31 июля. Воры украли их из стеклянного ящика в запертой комнате, оборудованной сигнализацией, а затем скрылись на моторной лодке, которая ждала их на берегу озера Мелорен. Позже по подозрению в совершении кражи был задержан 22-летний мужчина. Он признал себя виновным в краже лодки, задействованной в преступлении, но заявил, что не причастен к похищению драгоценностей. Других подозреваемых найти не удалось. Все украденные регалии сделаны из золота, а корона Карла IX также украшена бриллиантами, жемчугом и серебром. Карл IX и его жена Кристина управляли Швецией с 1604 по 1611 годы. На этом пока все. Берегите себя.